Глянуть направо – веселье даром, глянуть налево – лавки с товаром. Не жарким августовским днем на площади районного дома культуры и купец находился, и товар расходился. Здесь развернулась ежегодная ярмарка урожая. Источали аромат дары огорода и леса, играли бликами красок соленья и консервации. Рядом что посытней – парное молочко, домашняя сметанка и сыр. А чуть поодаль фыркали подросшие поросята. Словом, каждый находил то, что ему по вкусу и по душе. В 2021 году было ровно 30 лет нашей выставки ярмарки. Она, конечно, начиналась с экологии, начинается со двора, и вот выросла в такую большую районную выставку-ярмарку «Урожай» 22 года. Сегодня к нам приехали крестьянские подворья, приехали ветеранские подворья, приехали дачницы, приехали огородницы, которые в течение нескольких лет участвуют у нас. И есть такие, которые просто впервые пришли на нашу ярмарку. Праздник урожая любим многими поколениями алданцев. В этом году ярмарку составили порядка 50 площадок. Индивидуальные подворья и частные хозяйства, творческие и трудовые коллективы. Деревня издревле держится, как известно, бараной да иглой. И теплые вещи от алданских рукодельниц к приближающимся холодам будут очень кстати. Мы очень рады, что сегодня здесь собрались. За вот эти 2 года, которые мы дома сидели, творили, это первый праздник. Мы очень довольны и счастливы. И почаще бы таких праздников. Представители общества инвалидов завсегдатаи праздника урожая. Кабачковая икра, тещин язык, лечо, огурчики и помидорчики, компоты и варенье на столах не залеживаются. Неповторимый вкус представленных яств земляки знают. Вообще ощущение праздника, богатый урожай, и шишки, и мед, и все соленья, очень замечательно, веселое настроение. Завораживающий ореол добрых трудов человеческих и неповторимый блеск мастерства веял над каждым столиком. Не секрет, что сельскохозяйственный труд тяжел и не всегда благодарен, ведь север считается зоной рискованного земледелия. И оттого собираемый осенью урожай для хозяев почти бесценен. Урожай, конечно, этот год плоховатый. Плоховатый, но ничего, все равно собрали и накрутили баночек, и свежего кушаем. Нормально, все хорошо. Секретов в садоводстве и огородничестве бесчетное количество. Но если чутье и знания приходят с опытом, то любовь к земле и растениям от природы. Земледелие невозможно как без трудов и забот, так и без финансовых затрат. Семена, удобрения, укрывные материалы, возделывание огорода обходится в немалую сумму. Я всегда удивлялась тому, что если раньше только на окошках стояла герань, то сейчас люди такие цветы выращивают и годами их лелеют, что даже название я не вспомню никогда. И хочется сказать, что очень трудно, конечно, заниматься всем этим, несмотря на погоду, несмотря на цены, потому что многие же выписывают семена, прежде чем вырастить какой-то цветочек, там и ту же редисочку, ту же репку. Как говорится, изба красна пирогами, а ярмарка медом да малиной. У Марины Горюновой малинка знатная, всей семье на объеденье. Садовую красавицу Марина Михайловна всегда заготавливает впрок, чтобы на всю зиму хватило. А в этом году малина для садоводов-огородников стала особенно ценной. Малины было очень много, но дожди помешали, конечно, сливали там, которые мягкие, уже залет, уже не берешь, оставляешь. Ежегодно в празднике урожая массово участвуют и члены Алданского совета пенсионеров. Впрочем, им важна не победа. На площадь хозяева приходят людей успехи посмотреть да свои плоды показать, почерпнуть что-то полезное и поделиться опытом. Все умеют наши бабушки, только дай им идею, или они сами что-то где-то увидели, где-то присмотрели, приходят и сразу говорят: Лена Сергеевна, а вот то-то и то-то. Я говорю: девчонки, ну давайте попробуем. Смотрим, то-то, что-то придумал. У нас красивые получаются изделия, или вязаные, или что-то там мастерицы. Вот, например, в последнее время мы сделали еще кружок рисования для наших пенсионеров, участников.
Сшить и связать, вырастить и приготовить члены районного совета пенсионеров на все руки хозяюшки да мастера. Представив в изобилии результаты своих трудов и стараний, хозяева приготовили для земляков и угощения разнообразные. Продукция у нас всякая. И редиска, и морковка, и картошка, и кабачки, и варенье из домашнего малины. Все, и свои изделия, и морсики, и блинчики, все, что хочешь. Тем более все знают, что от бабушек никто никогда не уходит без подарков. У нас это тоже предусмотрено. Каждый покупатель первый у нас получил подарки. Как гласит народная мудрость, летний день на зимнюю неделю. Хлопоты у садоводов-огородников начинаются ранней весной, с посевной, а ближе к осени открывается второй фронт работ – на кухне. Шинковка, варка, консервация. Без солений, компотов и варенья и на столе пусто будет. Фирменная кабачковая икра Татьяны Поляковой, по общему мнению членов совета, выше всех похвал. 3 килограмма кабачков, 250 грамм масла растительного уходит, да? Килограмм морковки, 2 болгарских перца, но перцы такие китайские, которые крупные, и килограмм лука. Сначала лук, морковка и перец, все обжаривается. Потом вы режете кабачки, тушите их отдельно. Через мясорубку прокручиваете на мелкая такая решетка. Еще минут 30 тушите, а за 10 минут до готовности, до окончания, добавляете туда 2 столовые ложки уксуса и 1,5 ложки сахара. И закручиваете в банке. Обалдеть, какая вкусная. Хотите попробовать? Конечно, погода в этом году уготовила огородникам не слишком приятные сюрпризы. Но, несмотря на дожди и низкую температуру, щедрым оказался на дары батюшка лес. Вообще-то да, он у нас всегда щедрый. Виктор Куликов – заядлый грибник и ягодник. Лес – это его стихия. А те, кому удалось отведать икру из сыроежек по фирменному рецепту Виктора Александровича, в оценке краткие – объедение. Да, очень вкусная икра. У меня свой фирменный рецепт. Так что берут и потом еще заказывают. Конечно, на празднике урожая хозяева представили только часть собственных творений. Впрочем, дары леса и огорода, консервации и варенья, цветы, сувениры и незаменимые зимой теплые вещи здесь нашлись даже на самый взыскательный вкус. С каждым годом наши алданцы, да и не только алданцы, но и в поселках, люди пытаются сделать свой двор красивым. И не только двор, но и придворовой участок. Многие занимаются сельским хозяйством, многие занимаются животноводством. А это очень огромный труд. И за это им огромное спасибо. Трудолюбие и старания хозяюшек и мастеров были оценены по достоинству. Подарки и поощрительные призы ожидали всех участников. Чуть поодаль от общего веселья расположилась фотовыставка. Все они – старые, молодые и совсем щенки, охотники, охранники и комнатные собачки – ждут добрых и заботливых хозяев в алданском пункте передержки для бездомных животных Дархан. Рядом размещены фотографии усатых-полосатых, пушистых и гладкошерстных, ласковых и горделивых. Большинство котов и кошечек сейчас находятся в кошкином доме, а малыши нашли временный приют в домах у волонтеров. На городском празднике фотовыставка работала в рамках социальной акции «Возьми животное из приюта». Прошла замечательная программа, то есть выставляли животных на пристройство и совместно с Кошкиным домом отработали. После этой программы довольно-таки замечательно люди стали еще больше обращаться в питомник за животными. Бродячие безнадзорные животные – вопрос завидного постоянства. Четвероногие друзья человека на улицах обитали и обитают. В большинстве случаев на мучение и голод братьев меньших обрекают равнодушие и жестокость человеческие. Проблема у нас сейчас встает в том, что люди переселяются очень много и животных оставляют, бросают. Это кадры рейда, проведенного сотрудниками пункта передержки совместно со специалистами управления ветеринарии. Проверка по адресам, где обитают безнадзорные друзья человека, была проведена по заявлениям жителей. Этот пес давно живет на улице. Людей не избегает, но и чрезмерного доверия к ним не испытывает. Хотя и неохотно, но все же без особой боязни собака пошла на контакт. Теперь она находится в пункте передержки.
Хотелось бы, конечно, чтобы граждане, которые не могут содержать в дальнейшем животное у себя в квартире в новой, передавали собак в приют. С хозяевами члены комиссии стараются решить собачий вопрос по-человечески. В ходе рейда специалисты напомнили заводчикам о правилах содержания и выгула питомцев. Днем молодой тор проводит время на привязи возле сарая. В управление ветеринарии поступило заявление от соседей, суть которого сводилась к тому, что, во-первых, собака содержится в ненадлежащих условиях, а во-вторых, постоянный лай мешает. С владельцем тора была проведена беседа. Также будем проводить плановые работы. Это у нас город Томот стоит. После города Томота мы работаем Ленинский, Лебединый. Свободно гуляющие, а также подвергающиеся жестокому обращению жучки и шарики подлежат отлову и помещению в пункт передержки. Сегодня в Дархане порядка 70 собак. Заливистым лаем, перемежающимся с негромким ворчанием, скоро наполнится это помещение. В приюте завершается строительство карантинного корпуса. Согласно плану, вольеры будут размещены в 3 ряда, а в каждой из клеток будет жить только один отловленный на улице лохматый бродяга. Идет строительство блока изолятора. Это основное в этой работе, потому что изолятор – это по большей части, где животное находится больше времени, чем после всех процедур, которые прошли, стерилизации и вакцинации. Если хозяин не объявляется, собака будет вакцинирована, стерилизована и выпущена. Между тем, сотрудники приюта и волонтеры совместно с инспекторами управления ветеринарии стараются найти добрые руки для каждого четвероногого. «Возьми животное из приюта» – лишь одна из социальных акций. Вот, получается, взяли пару собачек у нас и кошечек. Ветеринарные инспекторы вместе с работниками приюта реализуют массу проектов, к которым могут присоединиться все неравнодушные люди. Ведь, как известно, что посеешь, то и пожнешь, а добро возвращается сторицей.